Привет всем! Сегодня я бы хотела посвятить этот выпуск вспомогательным глаголам и разобрать один вспомогательный глагол. То есть дать понять, что это вообще такое и для чего существуют вспомогательные глаголы. Вспомогательные глаголы, они используются отдельно, как отдельный глагол тоже, и также могут быть вспомогательными глаголами. Но когда вы увидите, допустим, два глагола, первый из них это основной глагол, который имеет смысл, а второй из них это вспомогательный глагол, который вводит такой определенный контекст основному глаголу. То есть переводим основной глагол, а вспомогательный он просто как бы выделяет какие-то определенные нюансы, да? И передает какую-то дополнительную информацию. Например, здесь у нас 5 примеров. Вспомогательный глагол кой, кель, бер, сал, көр – это вторые глаголы, а первый глагол ал – это основной глагол. То есть идет основной глагол ал, и к нему мы добавляем разные вспомогательные глаголы, и посмотрите, как меняется значение этих слов. Допустим, если скажем алып кой – возьми. То есть кой, мы далее пройдем, означает что-то сделать. Алып кой – возьми. Здесь кой, получается, не имеет смысла, но выдает определенный контекст ситуации. Алып кель – принеси. Здесь кель имеет смысл прийти или показывать направление, взять и принести. Да? То есть здесь кель немного имеет значение. Например, алып бер – купи или достань. Если алып кель, то человек просит кого-то откуда-то принести к нему, допустим, китепти алып кель, принеси мне книгу. То есть направление идет к нему, да? А алып бер – это направление идет от него. Он должен взять и отдать это кому-то. Допустим, китепти алып бер, возьми книгу и отдай кому-то. То есть здесь кель и бер имеет такое значение, почти основное, принести или отдать. А ал показывает, как основной глагол, показывает что-то взять. Взять и принести, взять и отдать. Например, можно сказать еще алып сал. Алып сал – это убери. То есть сал сам по себе как глагол, он переводится как куда-то положить, да? А алып сал – это нужно взять и убрать. Взять и куда-то в другое место положить. Например, китепти алып сал – убери эту книгу, допустим, со стола, да? Алып көр – попробуй взять. Көр – это как глагол переводится смотреть. Попробуй, как вспомогательный переводится как попробуй. То есть здесь в 5 примерах мы видим, что основной глагол идет ал, алып кой, алып кель, алып бер, алып сал, алып көр. И в разных ситуациях оно по-разному переводится, потому что это благодаря вспомогательным глаголам. Потому что каждый вспомогательный глагол имеет свой контекст, какой-то выдает дополнительный смысл основному глаголу. И как вы заметили, к основному глаголу ал мы добавили п, потому что когда добавляется вспомогательный глагол, мы добавляем или гласную, или букву п. Если слово заканчивается на гласную, то к основному глаголу добавляется п. И если слово заканчивается на согласную, то добавляется ип, ип, уп, ип, в зависимости от друзей гласных. Да? Вот мы переходим к сегодняшней теме. Это вспомогательный глагол кой, означает что-то сделать. Сделать что-то, да? И кой – это повелительная форма. Сначала пойдем повелительную форму и далее пройдем еще один аффикс, который будет означать просьбу. Например, до примеров давайте пройдем новые слова. Куй – наливать, кой – ставить, сугар – поливать, төлö – платить. Например, чай, коюп кой, поставь чай, потому что кой – это у нас ставить. Коюп кой, поставь чай.
потому что вспомогательный глагол кой означает что-то сделать, да? Что сделать? Поставить чай. Допустим, чай куюп кой. Налей чай. Куй – наливать. Чай куюп кой. Налей чай. Гүлдөрдү сугарып кой. Сугар – поливать. Сугарып кой – полей. Полей цветы. Китепти берип кой. Книгу отдай, да? Отдай книгу. Здесь, как вы видите, к основному глаголу добавляется буква «п» и добавляется буква, как бы вспомогательный глагол «кой». Төлөп кой – заплати. Төлөп – платить, төлөп кой – заплати. То есть здесь мы видим, что во всех случаях мы говорим человеку что-то сделать. Чай коюп кой – поставь чай. Чай куюп кой – налей чай. Гүлдөрдү сугарып кой – полей цветы. Китептерди берип кой – отдай книги. Төлөп кой – заплати. То есть что-то человек должен сделать. Вот это такой вспомогательный глагол кой. Он говорит человеку что-то сделать, да? Так, дальше пройдем аффикс ч, чу, чи, ч, чу. Этот аффикс, он не только добавляется к вспомогательным глаголам, но он вообще к любым глаголам добавляется и обозначает просьбу всегда. Это не такая просьба, как прям «пожалуйста», но приближенная к этому. Если мы говорим какой-то глагол в повелительной форме, это больше получается как повеление или приказ. Но если мы добавляем окончание ч, чу, чи, чу, то у нас получается такая, ну как бы не приказ уже, а как бы смягчается и уже как просьба получается. Например, бер, дай, берчи, дай, пожалуйста. Кыл, сделай, кылчы, сделай, пожалуйста. Кара, смотри, карачи, посмотри. Көр, смотреть, көрчу, посмотри. То есть не всегда переводится как «пожалуйста», но он как бы смягчает глагол, да? Как мы видим, здесь не всегда переводится «пожалуйста», но смысл тот, он, ну, вообще, как бы, это альтернатива в русском языке, просто «пожалуйста». Но он как бы, это выражает, эти аффиксы выражают как бы просьбу, но не прям всегда переводится как «пожалуйста». Просто он смягчает эту повелительную форму. Так, если добавить окончание чу к вспомогательному глаголу кой, то у нас получается просьба что-то сделать. Чай кой койчу, поставь чай. Но уже не в такой форме, как в первый раз, допустим, чай кой кой, это больше повеление или приказ. А чай кой койчу, это больше как просьба, поставь чай. Чай кую койчу, налей чай. Тоже уже не как повеление или приказ, а как просьба, да? Гүлдөрдү сугарып койчу, полей цветы. Тоже просьба. Китепти берип койчу, отдай книгу. Тоже просьба. Төлөп койчу, заплати. То есть здесь мы видим в первом случае, когда мы просто добавляли кой, чай коюп кой или чай куюп кой, мы говорили это больше в приказном тоне. Добавили окончание чу, и этот приказ больше смягчился. Так, надеюсь, по вспомогательным глаголам все понятно. По аффиксу, смягчающему как просьба, тоже все понятно. Если будут вопросы, пишите в комментарии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.